один из тех редких случаев, когда мне не надо рассказывать, кто такой этот автор, когда он жил, когда родился, а я сосредоточусь поэтому на его произведениях. Надеюсь, с этими пьесами вы знакомы, по крайней мере, в киноверсиях. Это две комедии. Первый «Сон в летнюю ночь» и «12-я ночь». Это пример такого солнечного, светлого Шекспира. Вот я назвал нашу встречу «Автор переломной эпохи». Шекспир бы жил на грани двух эпох. Это окончание эпохи Возрождения, которая эмоционально считается одним из самых оптимистичных периодов в истории европейской цивилизации, европейской культуры. И 17 век, который, наоборот, по контрасту, является периодом одним из самых жестоких и кровавых в истории Европы. С 17 веком может сравниться только 20 век. Вообще 17 век, он так в миниатюре повторяет век 20. И, например, если Гамлета внимательно прочитать, то это как раз рассказ про, я думаю, 20-е столетие. По 21 столетию у меня сложившегося мнения пока еще нет, потому что, как вы понимаете, на наших глазах разворачивается. Но мне кажется, что фактура будет примерно такой же, как в веке 17 или 20, а вот Гамлета, к сожалению, уже не будет. То есть события будут такими же масштабными, но люди этим событиям, я думаю, соответствовать не будут. Но обо всем по порядку. Период, в который жил большую часть своей жизни Шекспир, в Англии называется Елизаветинским периодом. В Англии есть два периода, которые названы женскими именами, так ласково. Это викторианская эпоха, тетушка Вики, и 19 век. И Елизавета I – это конец 16 века, время, когда Англия переживает, в обоих случаях переживает взлет экономический, военно-политический и культурный. И в этот период самым динамично развивающимся видом искусства в Англии был театр. Есть такое спорное высказывание, я точно не помню, какой критик это сказал, но звучит оно так. Если бы Шекспир жил сейчас, он бы писал сценарий для сериалов. Вот театр, который у нас вызывает такой пиетет, это носитель культуры, гарант культуры, да, он для англичан XVI века был сугубо развлекательным учреждением, причем таким учреждением довольно сомнительным. То есть если бы вы сказали в обществе приличном о том, что вы в воскресенье ходили в театр, то все окружающие вас люди постарались бы от вас подальше отодвинуться, потому что вы бы сильно себя опорочили в их глазах. Потому что посещать такие сомнительные злачные места в XVI веке было не принято у приличных людей. Поэтому многие аристократы посещали эти театры инкогнито, в маске или в очень густой вуале, чтобы их не знали, кто там присутствует. Одна из причин возникновения шекспировского вопроса состояла версия, почему пьесы могли быть подписаны другим автором, состояла в том, что для серьезных людей театр был вот таким не очень приличным занятием. Так вот, театр был сугубо развлекательным. Как ни странно, ну вот что-то вроде нынешнего канала ТНТ, да, ну, может, РЕН-ТВ, потому что ведьмы, пророчицы, колдовство, оно есть, например, в Макбете, о котором буду говорить, и всякого рода мистика. То есть это такой довольно низкопробный вид искусства. И с Шекспиром это сыграло злую шутку, потому что сразу после его смерти Шекспира быстро отодвинули не на второй план, а на третий. И примерно 2 столетия, 17-18 век, про Шекспира мало кто знал, его почти не ставили, а если перепечатывали, то с большими купюрами, его вырезали.
один из издателей, который занимался переизданием работ Шекспира, носил фамилию Баудлер, и в английском языке появилось слово такое «баудлеризация», баудлеризировать. Это означает сильно-сильно коверкать автора, вот, на примере его отношения к Шекспиру. Именно потому, что Шекспир, как и театр, в котором он работал, точнее зарабатывал, был таким зрелищем для массы. Как ни странно, именно потому, что это было массовое развлечение, это был очень литературный вид искусства. Вот сейчас, когда вы идете на постановку в современном театре, то вы текст, который слышите на сцене, для вас он имеет какое-то третье, четвертое, пятое степенное значение. Потому что вы идете в театр для чего? Музыку послушать, на костюмы посмотреть, на декорации посмотреть. Может быть, на игру актеров, но это тоже уже не обязательно. А важно, что режиссер сделал из этого спектакля. Помните в «12 стульях», когда Киса Воробьянинов и Остап Бендер идут на постановку «Женитьбы», на афише написано «Постановка Ник Сестрин» и мелким шрифтом «Текст Н. Гоголя». Да? Вот, современный театр, он от литературы, от текста уже весьма далек. И мы с вами ходим теперь на спектакли режиссерские. Да? У нас есть театры, где работают режиссеры, и мы определяем, какого рода спектакли ставятся по имени режиссера. Это с конца XIX века началось, со времен Станиславского. Вот. Я не хочу сказать, что это плохо, просто вот так развивается театр. А как выглядел театр в конце XVI века? Вот. Ну, вот это первая черта, особенность. Исторически английский театр был очень интеллектуальным, потому что он строился на постановках студентов. Студенты изучали иностранные языки, ну, нет, не языки, а один язык, латинский, потому что все приличные люди тогда говорили на латинском языке, да, классическом языке. Ну, один из способов изучения иностранного языка – это сочинение диалогов и постановка. Да, вот современная методика. Вы осваиваете лексику, связанную с едой, и инсценируете посещение кафе, ресторана. И вот такого рода инсценировки на латинском языке ставили студенты. Поэтому, когда вы читаете пьесу Шекспира, обращали, наверное, внимание, там изобилие сюжетов из древнегреческих книг, из древнеримской литературы. И даже те произведения, которые происходят в европейских странах, там почему-то персонажи чертыхаются, то есть бранятся, вспоминая каких-то малоизвестных широкой публике Меркуриев, Юпитеров и так далее. Вот. Это наследие такой вот книжной постановочной традиции. Но там еще было цензурное ограничение, нельзя было поминать черта и дьявола на сцене, поэтому драматурги находили выход, они вместо черта упоминали вот этих античных богов. А основные театры, одним из которых владел Шекспир или был совладельцем, в Англии назывались публичными. Частные театры, это театры, которые были у аристократов, они появились так, выполняли такую функцию. Допустим, празднуется Рождество, граф или герцог приглашает себе гостей много, их надо как-то развлекать, и дети хозяина дома, и дети друзей хозяев дома, им дают задание поставить такой-то спектакль. Сразу два зайца убиваются, да, и гостей есть чем занять, и дети под ногами не мешаются. В пределе. Вот это частные, поэтому их еще называли детский театр. А вот публичные театры были сугубо коммерческим предприятием. Их цель была извлечение максимальной прибыли. Вот. Например, театр «Глобус» был таким публичным театром, где главная цель – это максимальная прибыль.
А что такое прибыль? Прибыль – это доход, который должен быть максимальным, минус расходы, которые должны быть минимальными. Что такое минимальные расходы по отношению к Шекспировскому театру? Во-первых, земля, где стояло здание театра, была где-то на отшибе. Вот я говорю, злачные места, да? Это вы сейчас в Москве, чтобы добраться до театра Ермоловой, должны пройти по Тверской и почти до Кремля дойти. В Англии вот эти все заведения были в весьма сомнительных местах. Почему? Потому что там были дешевые земельные участки. Строились из максимально дешевого материала, то есть из дерева. Деревянные были постройки, быстро возводились, часто очень горели. И вот представьте, да, можно даже по дереву постучать, что бы произошло, как бы мы переживали, если бы у нас сгорел Большой театр или Мариинский театр. Это национальная трагедия. А что происходило с театрами в Лондоне в конце 16 века? Ну, сгорел и бог с ним, через неделю построен новый. Вот. Строились из очень дешевых материалов. Вот. Ну, вот так они примерно выглядели. Это гравюры театра «Глобус». Крыши не было, опять-таки, чтобы не возиться. И поэтому зрители, которые находились перед сценой, они мокли под дождем. В Англии погода дождливая, поэтому они вынуждены были мокнуть под дождем. Видите, вдоль стен есть навес, там были что-то вроде лож, и туда билеты стоили дороже. Самые дешевые билеты были стоячие, прямо перед сценой. Вот сейчас бы это назвали партер, но это не партер, потому что сидений там не было, они там стояли. Вот. Декораций не было, кулис не было, актеры заходили на сцену снаружи задней стены театра, опять-таки для дешевизны. Место действия обозначалось, поэтому, если вы открываете пьесу Шекспира, там обычно 2 строчки бывают. Когда вы открываете пьесу «Вишневый сад» Чехова, там на 2 страницы описание того, что на сцене находится. Да. У Шекспира 2 строчки. Площадка перед замком Эльсинор, входит Горацио Гамлет. 2 строчки. Именно эту надпись выносили перед началом сцены зрителям. Ну, кто был близко и умел читать, разбирались. А кто не умел читать и сидел далеко, это уже их проблема. Да. Вот. Декораций не было, догадаться, значит, о чем, где происходит действие, о чем сюжет, можно было только по ходу вот этого действия, если ты не грамотный. А грамотных тогда было, как вы понимаете, ну, процент от населения, может меньше. А население было маленьким, поэтому большая часть, ну, это же театр, там уметь читать не надо, да. Вот. Поэтому максимально должно быть все дешево. А костюмы были, они переодевались, еще по костюму можно было догадаться. Вот они в дороге, на войну собираются или дома, в спальне находятся. Почему я так про это подробно рассказываю? Потому что, как видите, основная смысловая нагрузка ложится на текст. И поэтому в Елизаветинском театре главным человеком в театре был не режиссер, его в принципе не было, а были не актеры, а был драматург. Понятно, да? Драматург. Именно от него зависело, какой текст прозвучит на сцене. И вот эти все коммерческие дела зависели только от него. Потому что очень были бедные художественные средства. Поэтому сейчас я к слову приведу. Это последняя реплика, которая звучит в «Гамлете». Фортинбрас: «Уберите трупы, средь поля битвы мыслимы они, а здесь не к месту, как следы резни, скомандуйте дать залп».
Похоронный марш уходит, унося трупы, после чего раздается пушечный залп. А почему именно этой репликой заканчивается Гамлет? А потому что занавеса не было. А в Гамлете погибли все. Почему погибли все, когда я перейду к доходам, будет понятно. И надо было как-то художественно пояснить, почему актеры, которые играют убитых персонажей, внезапно встают и уходят. И поэтому вот такой технический момент. Фортенбрас говорит фразу о том, что надо похоронить Гамлета со всеми почестями, и здесь же дает команду, приказ эти трупы сейчас же убрать. Бедные были очень средства художественные. Теперь перейдем к доходам. Доходы театра определяются тем, сколько зрителей пришло на постановку. Чем больше зрителей посетило постановку, тем выше прибыль. Да? А что у нас любят смотреть люди? Люди у нас за последние, наверное, 1020 лет, может быть, даже 2 миллиона лет, не изменились. Поэтому темы, которые привлекают людей, 3: секс, насилие, политика. Вот чем больше этого на экране телевизора, тем выше рейтинг у телевизионного продукта. Чем больше этого на сцене, тем больше зрителей. Поэтому в Гамлете мы берем список персонажей и вычеркиваем. Этот погибает в первом акте, этот во втором акте, этот в третьем акте. Большая часть, конечно же, в последнем. Потому что чем больше крови протекло на сцене, больше крови хлещет на сцене, тем выше касса, больше касса, кассовый сбор. Публика такое любит. Коммерчески ориентированная постановка. Вот. А далее, зрителей должно быть много, чтобы их туда поместить, как я уже сказал. Сидений не было. Принцип трамвая: чем больше запихнем людей, тем лучше. Поэтому во время постановки зрители вели себя довольно свободно. Они комментировали происходящее, некоторые садились на сцену. В общем, вот такие были бюджетные постановки у Шекспира. И выбор сюжета, диалоги, шутки шекспировские, не только шекспировские, а драматургов того периода, они определяются тем, что они рассчитаны на максимально простой вкус. К счастью для нас, мы читаем Шекспира в переводе. Вот. Я буду приводить примеры, несколько примеров приведу. Там вы увидите, что русский текст, он лучше, чем оригинал английский. Вот. Объективно. Это не потому, что мы русскоязычные, англоязычные. Пастернак пишет лучший текст Гамлета, чем сам Шекспир. Вот. У Шекспира все, во-первых, примитивнее, попроще. Вот. А во-вторых, у него всегда есть вот этот второй неприличный план. В каждом языке есть слова, которые с виду невинные, да, но у них есть какое-то определенное значение. Не совсем прилично. И вот у Шекспира многие песенки, например, которые поет Офелия, они такого не очень приличного содержания по тем временам. Современные англоязычные читатели и зрители тоже уже это не улавливают, а вот у современников вполне было понятно, о чем идет речь. Вот. Поэтому шекспировские тексты, они довольно такие простые и общепонятные. Влияет ли это на литературные достоинства произведений Шекспира? Нет, наоборот, потому что чем более массовая аудитория, к которой вы обращаетесь, тем более универсальные темы вы затрагиваете в пьесах. Добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, ревность, собственность, стремление чем-то овладеть, зависть –
Это все общечеловеческие мотивы поведения, они понятны самым простым людям, и поэтому пьесы, которые написаны на такого рода темы, они становятся универсальными. Вот это такая вступительная часть, чтобы вам было понятно, что Шекспир с одной стороны вознесен на пьедестал вполне обоснованно, а с другой стороны, вот это все-таки не Джойс с его романом «Улисс», да, сверхинтеллектуальный, а это именно автор, который всем понятен. Всем понятен. Несколько слов о шекспировском вопросе. Я подробно на нем останавливаться не буду, потому что это запутанная история. Но на что обращает внимание собрание сочинений Шекспира? Это очень-очень разнообразное творчество, наследие. Ну вот тут просто на жанры можно посмотреть. Это исторические хроники, это комедия, это трагедия, это поэмы. Мрачные комедии, античные трагедии. Вот. Есть драмы, сказки, или их еще называют трагикомедии. Самый известный из них «Буря». Причем разница между, например, написанием комедии «Сон в летнюю ночь» или «12-я ночь» и трагедией «Гамлет» год или полтора. И, естественно, когда вы просто смотрите на вот этот список жанров, на разницу в эмоциональной окраске этих произведений, у вас возникает вопрос, а один ли человек все это написал? Это одна из причин, почему возникает шекспировский вопрос. Скорее всего, да, доводов в пользу того, что эти пьесы писал не Уильям Шекспир или Билл Шекспир, сейчас все больше и больше. Там проблема просто в том, что не могут найти настоящих авторов, слишком длинный список претендентов. И мне кажется, ситуация была такой. Как я говорил, «Глобус», как и другие публичные театры, был коммерческим, а одно из проклятий коммерческих учреждений, и не только коммерческих, это дедлайн. Да, то есть нужно не жить, не быть, к следующей субботе или воскресенью поставить новый спектакль. Естественно, никто в те времена особо не заморачивался по поводу авторских прав. Есть текст, давайте мы быстро порепетируем, поставим пьесу и по-легкому срубим деньжат. А кто автор? Да непонятно. Мне рукопись передали, ее написал один, передал другой, а может быть третий. Ну ладно, будем считать, что я ее поставил, говорит один из владельцев театра «Глобус» Шекспир. Вот скорее всего так это все и происходило. Я примерно представляю, как работают творческие коллективы, и там вполне запросто могли просто в первый раз написать, что на афише объявить, что постановка Шекспира, а потом просто по привычке так и шлепали, что вот все постановки в «Глобусе», они шекспировские. Вот. И поэтому, скорее всего, это плод коллективного авторства. То есть эта пьеса написана разными людьми. Сколько их? 2, 3, 5, 6? Вот это уже вопрос открытый. Но мне кажется, да, что слишком разнообразное творчество, чтобы это поместилось в одного человека. Как мне кажется. Вот. Это как бы мое мнение, которое я на данный момент вынес из того, что я знаю по поводу шекспировского вопроса. Но я буду рассказывать про тексты. И не так важно уже, кто их написал. Мы посмотрим на то, что собой они представляют. Как я говорил, тему я обозначил как переломный автор, точнее автор переломной эпохи. И вот условно вот это разделение на 4 периода творчества Шекспира, это разделение, которое привел отечественный литературовед советский Александр Аникст. И честно вам скажу, вот все, что я вам буду рассказывать про пьесы Шекспира,
Это мой пересказ книги Аникста, комментарий к ним. Вот. Поэтому, если вы заинтересуетесь и найдете его книгу, нет, у него много книг по поводу Шекспира, то вы эти мысли там прочитаете. Но я буду снабжать, чтобы вам было интересно, я буду примеры из текста сразу приводить. Ну, просто потому что лучше, чем он, я на русском языке не встречал. На английском есть, конечно, но в силу того, что англоязычный автор, да, там очень уже много материалов. И там работы, они такие очень детальные, очень к мелким очень подробностям уже привязываются. Так вот, это периодизация Александра Аникста. И условно вот до 1600 года шекспировское творчество можно считать оптимистичным. То есть вы читаете пьесу, видите, здесь в основном комедия, читаете пьесу, и после этого, за исключением Юлия Цезарь все-таки пессимистичная трагедия, а вот все остальные, они такие, что вы читаете и понимаете, мир вокруг прекрасен. Если есть какие-то проблемы, они легко решаются. Даже трагедия Ромео и Джульетта, которая заканчивается словами «нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте», ну, понятно, почему печальнее нет, потому что еще не написаны Отелло, и Макбет, и Гамлет, да, поэтому они-то еще не написаны, поэтому пока нет печальной. Но если вы помните сюжет, несмотря на то, что оба погибают, но семьи примирились. Да, конфликт был разрешен. И поэтому мир на начало действия трагедии и мир на момент окончания трагедии изменяется в лучшую сторону. В трагедиях будет, которые написаны после 1601 года, история будет абсолютно другой. Там мир изначально плох, но в ходе событий, которые вам показаны, он становится еще хуже. Вот. Об этом, кстати, и монолог Гамлета в третьем акте «Быть или не быть». Вот о нем я более подробно еще расскажу. И поэтому у нас сегодня будет вот примерно такая первая половина про хорошее, вторая про плохое. И завершится это в тональности, которая больше характерна для русской литературы. Когда весь мир — это страдания, и люди только и делают, что страдают в этом мире. Не вся европейская литература такая, но в применении к Шекспиру ситуация такая. Вот. Я более подробно расскажу про две его комедии, чтобы на их примере показать, насколько прекрасен мир, в котором живет Шекспир до 1600 года. И три трагедии. Первая трагедия программная. Вот она обозначает главное отличие картины мира XVII века, нового XVII века от эпохи Ренессанса. Это трагедия «Гамлет». И частное применение идей из этой трагедии – это Отелло и Макбет. Начнем с хорошего. Сон в летнюю ночь. Что характерно для этой комедии? В пятом акте комедии у нас заключается аж 3 брака. Вот сейчас вы видите на экране имена женские и мужские. Они как раз образуют пары, которые заключают союз в конце этого произведения. Сейчас я вам задам вопрос. И буду рад, если вы догадаетесь. Может быть, некоторые просто знают. В 1826 году один немецкий композитор написал серию музыкальных произведений, которые сопровождали постановку комедии «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Вот. Исходя из того, что вы сейчас видите на экране, можете назвать фамилию этого композитора?
3 свадьбы в 5-м акте. Совершенно верно. Феликс Мендельсон написал свой знаменитый свадебный марш для постановки шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь». Потому что вся пьеса происходит под знаком любви, заключения брака и свадьбы. Почему брак? Потому что мир у нас у раннего Шекспира – это гармония, это порядок, это стабильность. Ну а что может быть лучше хорошей гармоничной стабильности и порядка, чем крепко любящие друг друга супруги, чем крепкая семья? И чтобы этот тезис звучал убедительно, в 5-м акте, в конце этой пьесы, у нас заключается 3 брака. А что происходит между 1-м актом и 5-м актом? Вернее, что происходит в первых 4 актах? Есть вот эти 2 молодых человека, Лизандр и Диметрий. И есть 2 девушки, Гермия и Елена. И тут Шекспир применяет типичный комедийный ход, который мы с вами находим в комедиях, посвященных теме любви. Какой это ход? Не в тех влюбляются. Не в тех влюбляются. 2 девушки любят Лизандра. Диметрий влюблен в Гермию, но Гермия любит Лизандра. Вот. Как видите, от смешного до трагического один шаг, да? У нас в Ромео и Джульетте герои полюбили друг друга, то есть полюбили кого надо, стрелочки там в оба конца. А здесь у нас комедия от чего? От того, что они тоже любят, но любят не тех. Что нужно сделать, чтобы у нас гармония образовалась? Очень просто. У нас 4 действующих лица. Это четное число. Нужно, во-первых, чтобы вот эти стрелочки стали параллельными, а во-вторых, чтобы они были стрелки в оба конца. И в течение пьесы это и происходит. А почему почему Гермия не может выйти замуж за Лизандра в 1-м акте? Потому что отец требует, чтобы она вышла замуж за Лизандра. Она приходит к Тезею, который готовится к своей свадьбе, и жалуется на отца. Отец тоже приходит, и Тезей говорит: извини, девушка, мы живем в правовом государстве. У нас семейные ценности на первом плане. Если отец сказал за Диметрия, значит за Диметрия. Я тебя понимаю, ты любишь другого, но ничего не поделаешь. Закон есть закон. Видите, насколько сурово у нас устроено общество? Сурово, но справедливо. В комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» у нас в обществе есть герцог, по-моему, он герцог или царь, ну, афинский, в общем, глава Афин, который может навести порядок. Как это отличается от того, что мы потом видим в трагедиях, где будь ты принц, будь ты король, будь ты адмиралом на острове Крит, будь ты выдающимся полководцем, ни в чем нельзя быть уверенным. Обязательно твоей власти, стабильности, твоего положения в этом обществе что-то угрожает. Нет, здесь, видите, есть Тезей, к которому можно пойти, пожаловаться, он наведет порядок. Но это в городе, это в обществе. Что делают персонажи? Вот эти молодые люди. Они убегают за город, в лес. Почему? Потому что в лесу им, внимание, комфортнее, чем в городе. В ночном лесу комфортнее, чем в городе. Те, кто помнит трагедию Шекспира, да, помнят, что официальная версия, из-за которой погиб отец Гамлета, было то, что он днем, не ночью, а днем, пошел в сад, а не в лес.
там ненадолго задремал, и его укусила ядовитая змея. Вот как устроен мир в Гамлете. Что происходит в комедии «Сон в летнюю ночь»? Вы ночью отправляетесь в лес, и самое ужасное, что с вами может случиться в этом лесу, это вы опять влюбитесь не в того, в кого надо. Но ненадолго. Потом все исправят, и вы влюбитесь в кого надо. Вот это самое ужасное, что может с вами произойти в мире ранних комедий Шекспира. Вот. То есть в городе есть порядок, а есть природа, где еще лучше, чем даже в городе. Вот. Если в городе у нас был Тезей, в лесу у нас царит другой царь, Аберон, он использует зелье волшебное, и, используя это зелье, он решил примирить влюбленных. Как примирить? Я напоминаю, нужно, чтобы стрелки были параллельно, потому что это 4 человека, они должны образовать параллелограмм. И надо сделать так, чтобы все полюбили кого надо. Но, как обычно, у нас исполнительская дисциплина хромает. Помощник Аберона Пак проявил головотяпство и не того заставил не в ту влюбиться. И у нас на второй стадии возникает вот эта забавная история. Опять-таки, если бы это была не комедия, если бы это не был ранний Шекспир, у нас была бы трагедия, да? А тут все комедийно. Теперь девушка, которая была никому не нужна, оказывается нужной сразу двоим. Причем она сама не может понять, что случилось. Да, и эти люди тоже не могут понять, что случилось. Аберон устраивает нагоняй своим подчиненному. В итоге, к концу 4-го акта все влюбляются в кого надо, и образуется вот такой вот параллельный, да? Видите, как примитивно можно описать сюжет комедии Шекспира. Почему у нас тут все влюбляются в кого надо? По одной простой причине. Потому что у нас их 4, 4 число четное, никаких вам любовных треугольников, и поэтому напряжений, связанных с этим. Вот. А главное, есть у нас любовное зелье, которое решает все проблемы. Вот. А еще почему за влюбленными так весело наблюдать? А потому что, видите, я вот эти стрелочки нарисовал, да? Вот. Стрелочки эти, они обязательно есть, они обязательно рисуются по одной, потому что человек не может любить одновременно более чем одного человека. И весь сюжет строится на том, что у нас стрелка то к одному направлена, то к другому направлена. И никакой диалектики по поводу того, а насколько сильно он меня любит, а может он любит, но не очень, вот этого в комедиях Шекспира нет. Либо любит, либо не любит. Либо да, либо нет. Поэтому вот такая вот простая схема сюжетная. Таким образом, у нас получается, что в начале пьесы у нас немного порядок нарушается, а потом, по мере развития сюжета, у нас порядок восстанавливается. И в итоге у нас что? Мы живем в мире максимально упорядоченном. Ну, прекрасно. Мы в этом с вами убедились. Обстоятельства всегда складываются в пользу влюбленных, потому что чувства сами по себе прекрасны, а раз они прекрасны, значит они гармонию, так скажем, вот так распространяют вокруг себя. Да, вот если влюбленные, то они счастье свое дарят и себе, и окружающим людям. Поэтому не может закончиться плохо история про такую любовь. Похожая история, похожий сюжет у нас в комедии «12-я ночь». Ну, если интересно, кратко расскажу, почему «12-я ночь». Так как и Англия страна христианская, то поэтому спектакли не могли играться во время поста. 12-я ночь – это последняя ночь после Рождества, перед началом поста, когда можно было играть спектакль. Никакого отношения, в отличие от первой комедии, про которую я говорил, название к содержанию не имеет. Вот. И здесь у нас тоже есть изначально 3 человека. Есть Виола, она же Цезарио.
Сюжет всем известен? Да. Дело в том, что в Шекспировском театре, Елизаветинском театре играли только мужчины, вот, потому что, ну, женщине зачем в театре играть? Можно сразу в бордель, да, так себе профессия, позорная профессия. Поэтому женщины, как я говорил, с большой опаской посещали как зрительницу театр, а актрис вообще не было. И поэтому вот молодых девушек играли юноши, поэтому Джульетту играл юноша. Вот. И здесь у нас по сюжету есть соединение мужского и женского начала, да, поэтому есть у нас Виола Цезаря. И здесь у нас тоже многоугольник. Арсина любит Оливию. Это аристократка и аристократ. А в Арсину влюблена Виола, которая переодета в мужское платье, и она существует под именем Цезаря. Особенно жестоко то, что Арсина посылает любовные записки Оливии через Цезарию. И Цезария вынужден о любви Арсина к другой женщине вот, сообщать. В чем проблема? Проблема в том, что у нас здесь есть 3 персонажа, 3 число нечетное. В предыдущей части у нас было 4, да? Ну, с учетом Тезея и Ипполиты 6, четное число. Теперь как решается проблема? Проблема решается просто. Нужно, чтобы у нас появился 4-й персонаж. И как вы помните по сюжету, этот персонаж появляется, он абсолютно соответствует рисунку сюжета, и в конце пьесы у нас, да, ну тут у меня этой схемы нет, в конце пьесы у нас Оливия влюбляется в кого надо, и Арсина, увидев, что Оливия влюбляется в кого надо, тоже поворачивает голову вправо, видит прекрасную девушку и тоже в нее влюбляется. Причем в комедии это как-то происходит очень быстро. Если в комедии «Сон в летнюю ночь» там хотя бы какие-то химические вещества были задействованы, здесь они просто посмотрели и сразу влюбляются. Да. Вот такой у нас прекрасный мир, где люди только и думают, как бы друг друга влюбиться. И как бы составить счастье друг друга. Да. Не сказать, что в трагедиях таких людей нет. Отелло, например, и Дездемона любят друг друга. Но почему-то так случилось, что именно потому, что Отелло любит Дездемону, он ее решил задушить. Не порвать на куски, не отрубить голову, не отравить, а именно задушить. Почему? Потому что любит. А мешает ли то, что он любит ее душить, убивать? Нет, не мешает. Если бы не любил, тогда бы у него даже мысли не возникло ее убивать. Почему это так происходит? Когда дойдем до Отелло, я вам расскажу. Вот. Ну и тут я студентам объясняю, почему любовь – это чувство комическое, если вы слева прочитаете. Дело в том, что влюбленный человек, он похож на шизофреника. Любовь – это умственное расстройство. Влюбленный человек видит то, чего нет. Да? Все вокруг видят, а он не видит. Да, вот все видят, что у этого человека голова осла. Как происходит в комедии «Сон в летнюю ночь». Вот. Все видят, да? Все подруги видят, что у тебя, значит, твой избранник, он, да, ну, можно сказать, другое животное, да, назвать. С другой стороны, влюбленный видит то, чего нет. И поэтому в конце комедии «Сон в летнюю ночь» Тезей говорит: этих слушать не будем, он про эту парочку говорит. 3 видам людей нельзя доверять: сумасшедшим, поэтам и влюбленным. Они видят мир не таким, каков он есть. Вот. В «12-й ночи» есть персонаж Мальволио, над которым подшутили и убедили его в том, что в него влюблена Оливия. Где оказывается Мальволио? Ну, тогда не было еще психиатрической лечебницы Бедлама в Лондоне, но его заперли как сумасшедшего. То есть он начинает вести себя как сумасшедший. Вот. Ну и, как я сказал, любовь – это чувство эксклюзивное,
В том плане, что вы не можете любить одновременно 2 или 3 человек, поэтому если вы кого-то любите, вы в этот момент других не любите или другого не любите. Поэтому, чтобы перестать любить Оливию, нужно что сделать? Влюбиться в Виолу. Что и происходит в комедии «12-я ночь». Да, вот тут у меня написано «легкость смены объекта своего обожения». Теперь про трагедию. Девиз, основная мысль, как мне кажется, в этой трагедии: подгнило что-то в датском королевстве. Да? Это перевод Лозинского. Сейчас вы видите на экране перевод Пастернака. Какая-то в державе датская гниль. Ну и теперь я вам обещал, да, сравните текст Шекспира. Вот. Текст такого хорошиста, который пишет сочинение. Да? Вот у него словарный запас такой. И видите, как поэтично это звучит, гораздо более эстетично звучит в русском переводе. Вот. И еще есть такая особенность — длина строк. Да? Если вы сравните текст на английском языке и русский перевод, то в большинстве случаев английский текст бывает короче. Он меньше по объему, потому что в английском языке короткие слова короче. А вот когда вы берете сонеты Шекспира и берете переводы этих сонетов, например, Маршака, вы видите, что у Маршака строчки в 1,5 раза короче, чем у Шекспира. И здесь та же самая история. Тяжеловесный у него язык, довольно грубый, во всех смыслах этого слова. Поэтому я сказал, что русским читателям повезло, мы читаем Шекспира в переводах. Переводчики были талантливые, возможно, даже талантливее самого Шекспира в плане работы с языком. Но, с другой стороны, я же вам длинное вступление делал, да? Им же надо было к воскресенью все написать. Вот. Какая там работа над стилем? Вот. Главное, кровищи побольше, вот. Чтобы сюжет был более занимательный, привлекательный. Значит, чем заканчивается комедия «Сон в летней ночи, 12-я ночь»? Устанавливается порядок в виде заключения браков. Трагедии отличаются как раз тем, позднего Шекспира или зрелого Шекспира, что нам показан мир хаоса. И этот хаос постоянно нарастает. Распалась цепь времен, сказано в трагедии «Король Лир», или в Гамлете какая-то в державе датская гниль. Мы с вами живем в мире, в котором царит хаос. Этот хаос умножается. Да? Не будем смотреть за окно и видеть, что там происходит в 21 веке. Да? Итак, мир у нас распадается на части с точки зрения Гамлета. Так, ну про это я уже говорил. Сейчас я прочитаю вам, выведу на экран известный монолог Гамлета из 3-го акта. Вот. Да, надеюсь, что после нашей сегодняшней встречи вы ответите для себя на вопрос, быть или не быть. Итак, смотрите, у нас монолог, первое, на что можно обратить внимание. Это монолог. Но почему-то он начинается с вопросов. Вот не в диалоге же обычно задают вопросы, да? И монолог нужен, чтобы вы какое-то утверждение высказали. А здесь или, может, достойно ли, вот в чем вопрос. То есть это, а в каких случаях у нас человек оказывается вот в такой, ему нужно проговорить про себя, задать себе вопросы, в каких ситуациях?
Совершенно верно. Когда человеку нужно совершить какой-то конкретный поступок. Да, то есть когда нужно совершить какое-то действие. Поэтому человек взвешивает все за и против, он колеблется, он сравнивает плюсы и минусы, и часто это оформляется в виде вопросов. Так вот, быть или не быть, на самом деле это вопрос действовать или не действовать. Делать или не делать. Вы знаете, что в английском языке глагол to be часто используется как вспомогательный глагол для образования глагольных форм. Служебное слово для образования глагольных форм. Так же, как глагол to do. Поэтому быть или не быть – это значит действовать или не действовать. Быть активным или быть пассивным. Гамлету нужно ответить на этот вопрос. Откуда этот вопрос взялся? Этот монолог звучит в третьем акте трагедии Гамлета. Что у нас происходило в первых двух актах? В первом акте Гамлет узнает о том, что его отца убили, а он не сам умер. Он умер не своей смертью. Печально, конечно, трагично, но от какого источника он узнает эту очень важную информацию? Кто помнит? Призрак, тень отца Гамлета. Как вы понимаете, нельзя предпринимать серьезные действия, основываясь на том, что вам рассказало привидение. Даже для Гамлета это будет чересчур. Поэтому во втором акте Гамлет устраивает следственный эксперимент. Он нанимает актеров, которые разыгрывают перед подозреваемыми обстоятельства убийства Гамлета. Да, как его убили, кто помнит? Совершенно верно. Сейчас мы бы это назвали информационным оружием, потому что уши – это то, чем мы слышим слова, а слова лживы, и поэтому словами можно отравить. Метафорически, вот клевета, то, что ему яд влили именно в ухо спящему, да, это как раз отравление. Про слова у Гамлета тоже очень скептическое мнение по поводу слов. Вот. Ну вот по поводу этого второго акта у Борхеса, аргентинского писателя-постмодерниста, есть рассказ, в котором он говорит: обратите внимание, что мы имеем. У нас есть актер, который играет роль Гамлета. Этот актер, играющий роль Гамлета, по сюжету встречает актера, который играет роль актера. То есть во втором акте он нанимает актеров бродячих. Они разыгрывают сцену перед актерами, играющими роли Гамлета, Клавдия, Гертруды. И при этом персонажи, которых они изображают, они представляют собой актеров, которые играют актеров, нанятых актером, играющим роль Гамлета. И эти персонажи играют роли Клавдия, Гертруды и Гамлета. Понятно, да? У нас есть актер, играющий роль актера, который играет роль Гамлета. И так до бесконечности. Вот это пример известного высказывания, которое, кстати, не Шекспир говорил, были до него люди, что весь мир – это театр. А Борхес это разворачивает в противоположную сторону и говорит: а кто вам сказал, что мы сейчас не персонажи в каком-то спектакле, и кто-то за нами сейчас наблюдает, как мы играем свои роли? Так вот, Гамлет удостоверился в том, что его отец был убит. И поэтому конкретно к ситуации, в которой оказался Гамлет, вопрос «быть или не быть» означает
Вполне понятное действие. Мстить или не мстить. Но Гамлет у нас, во-первых, человек передовых взглядов. Во-вторых, судя по тексту, отца-то он не особо любил. И поэтому ему нужно себя заставить мстить за своего отца. Тут еще сложность в чем? Помните, по сюжету убийца отца – это родной брат, то есть дядя Гамлета, и соучастником преступления оказывается его родная мать. Это еще одна причина, по которой он колеблется. Но почему он, несмотря на эмоциональное свое отношение к отцу, или, может быть, отсутствие этого эмоционального отношения к отцу, он должен мстить? А дело в том, что эта трагедия написана на материале датском и написана англосаксом, Шекспиром. А что такое месть для германских народов? Месть – это не эмоциональная реакция. Месть – это полицейская функция для общества. Приведу пример. Когда вы оказываетесь в каком-нибудь отдаленном поселке, или, как говорил Достоевский, да, почему у нас не режут людей на Невском проспекте? Потому что есть полиция, которой мы боимся, и поэтому мы ведем себя дисциплинированно. В те времена, когда полиции не было, эту же функцию выполняла месть. Человек знал, что если с ним что-то плохое случится, у него есть родные, которые отомстят. И это было сдерживающим фактором для злоумышленников. Поэтому, если Гамлет оставит без наказания, без ответа смерть своего отца, это показатель чего? Подгнило что-то в датском королевстве. Это его долг. Долг не только перед семьей, не только перед конкретным отцом, а это долг перед мирозданием. Если он не выполнит эту роль, эту функцию, мир распадется на части. Вернее, это показатель, симптом того, что в этом мире что-то гниет. И поэтому он принимает решение мстить. Он принимает решение действовать, активно действовать. Что получается в итоге? В итоге становится все еще хуже. Чем активнее действует Гамлет, тем больше трупов на сцене. Почему это происходит, я чуть позднее поясню. Теперь, что это за мир, порядок в котором пытается поддержать Гамлет? Об этом сказано в этом монологе. Условно, монолог можно разделить, выделить тут две мысли, которые определяют нашу жизнь в этом мире и наше отношение к тому, что произойдет в потустороннем мире. Помните, в комедиях у нас мир прекрасен. По умолчанию, да? Фон такой у нас гармоничный. В Гамлете все наоборот. Мир, в котором нам с вами не посчастливилось оказаться, угораздило оказаться. Вот. Это мир, в котором все очень плохо. Настолько плохо, что лучше умереть или жить? Спрашивает себя Гамлет и говорит, конечно, лучше умереть. Или надо оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить, или погибнуть, умереть, уснуть, и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысяч лишений. Если ты умрешь и уснешь, будет гораздо спокойнее. Да? Как говорил красноармеец Сухов, вернее, у него спрашивают, да, тебя как, сразу убить или помучаешься? Сухов говорит, лучше помучиться. Там это так комедийно звучит, у Гамлета примерно такая же ситуация. Мир у нас настолько прекрасен, что там лучше умереть. Это ли не цель, что всем желанно умереть, уснуть? Да? Вот мы в таком мире живем хорошем, что лучше умереть, чем жить. Но тут возникает вопрос, и он сразу же на него отвечает. Видите, опять пестрят вопросительные знаки, да? А почему тогда люди не умирают? Ведь всем очевидно, что лучше умереть, чем жить. Да? Тысячи лишений, сердечных мук.
А по одной простой причине, говорит он. А вдруг будет еще хуже? Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка, вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. Мы, говорит он, вынуждены мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Понятно, да? Мир у нас плохой, но мы его, по крайней мере, худо-бедно знаем. Знаем плохо, поэтому всегда принимаем неправильные решения. Из чего и состоит сюжет Гамлета. Но плохо, но знаем. А тот мир нам вообще неизвестен. И поэтому мы его что? Боимся еще больше. Понятно? Видите, как изменяется эмоциональная окраска. Мир настолько плох, что мы готовы умереть. Единственное, что нас останавливает, это то, что после смерти может быть еще хуже, потому что мы не знаем, что это может быть еще хуже. Вот. В общем, понимаете, да, веселая картина. И далее, в течение всей трагедии, Гамлет совершает череду ошибок. С чем связаны эти ошибки? Дело в том, что мир, в котором нам с вами угораздило оказаться, устроен так, и отсюда вопросительные знаки и вопросительные конструкции в монологе Гамлета, что мы его, в принципе, не понимаем. То есть мир живет по одним законам, а мы живем по другим законам. Эти законы никогда не совпадают. И поэтому наши суждения об окружающем мире всегда бывают ошибочными. Одна выразительная деталь в трагедии Гамлета. И здесь все хороши, и сейчас вы поймете почему. Гамлет разговаривает, не помню с кем в этой уже, да, ну с кем-то из родных. Тут он слышит подозрительный шум из-за портьеры. Вот. Что делает нормальный человек, когда во время мирного разговора он слышит какой-то подозрительный шум из-за портьеры? Правильно, берет дробовик, стреляет в том направлении, потом перезаряжает, стреляет второй раз, третий, а потом спрашивает, кто там? Да. Примерно так поступает Гамлет, только у него нет огнестрельного оружия. Он втыкает шпагу и говорит, там, наверное, крысы. Вынимает шпагу, видит кровь. Только после этого отводит портьеру, там Полоний, который подслушивал. И Гамлет радостно говорит, о, еще лучше, чем крыса. Как замечательно, что я его убил. И видите, типичная ситуация, когда человек делает неправильное суждение, выносит неправильное суждение, на его основе принимает решение, делает практическое действие, а потом оказывается, что суждение было неверным. Почему? Портьера мешала видеть. Неполная у вас информация об окружающем мире. Поэтому вы совершаете неправильные поступки. Розенкранц и Гильденстерн, бедняжек, отправили сопровождать Гамлета, чтобы его в Англии повесили. Хитрый Гамлет взял и переписал секретное письмо. То-то эти бедняги удивились, когда их потащили на виселицу. Да. Мир у нас непредсказуем, потому что у нас нет полноты информации об этом мире. И отсюда вот те мотивы, которые здесь у меня написаны синим шрифтом. Призраки, театр, непонятно, это человек или играющий роль. У нас Гамлет прикидывается сумасшедшим. То ли сумасшедший, то ли прикидывается сумасшедшим. У нас Офелия то ли сумасшедшая, то ли изображает сумасшедшую. То ли утопилась, то ли несчастный случай, она утонула сама. У нас все не определено. Вот. Предательство. Предателями у нас кто могут быть? Только те люди, которых мы считали друзьями. Посторонние люди предателями быть не могут. Предателями могут быть только близкие. Предают всегда только свои. Да, и отравление.
отравления, которыми изобилует трагедия Шекспира. А на чем основан принцип яда? Любой яд, его употребление коварно. Почему? Потому что, чтобы жертва этот яд приняла, или этот яд достиг жертвы, нужно, чтобы то, куда помещен яд, было либо очень привлекательно, например, бокал вина, или безобидно. Помните, что у Гамлета абсолютно легкое ранение после поединка с Лаэртом, но он погибает. Почему? Потому что клинок отравлен. Безобидная царапина стала летальной, стала смертельной. Все оказывается не тем, что есть на самом деле. Почему? Потому что у нас нет полноты информации об окружающем мире. Вот, и отсюда у нас вывод, который делает Гамлет по поводу того, почему мы все-таки не кончаем с собой. Потому что в этом у нас мире есть определенность, наоборот, да, есть большая степень, меньшая степень неопределенности, а то, что будет после смерти, имеет большую степень определенности. И только поэтому мы с вами живем в этом мире. Поэтому в ходе действий, которые предпринимает Гамлет, все становится еще хуже, и его попытка привнести порядок в окружающий мир приводит к тому, что хаоса становится меньше, больше. Понятно, да? Так, ну помните сюжет этого фильма, да? Вот. Но обратите внимание, чем занимается этот человек по сюжету фильма? Он пытается навести порядок. Он видит беззаконие и принимает решение вслед за Гамлетом, что нужно действовать. Вот. Быть или не быть – это вопрос о том, активным быть или пассивным быть. Действовать или бездействовать. Вот. И он также, помните, играет роль, он живет двойной жизнью. В общем, не случайно в сценарии появляется именно вот этот персонаж, этот человек. Таким образом, Гамлет – это такая программная трагедия, которая показывает нам абсолютно другой мир, отличающийся от комедий. Мир, в котором мы с вами, к сожалению, находимся. Вот. И в этом мире царит хаос. Да, сейчас еще вот эту фразу я подчеркнул. Вот. Он там перечисляет. «А то, кто снес бы унижение века, неправду угнетателя, вельмож, заносчивость, отринутое чувство, нескорый суд и более всего насмешки недостойных над достойным». То есть мы живем в мире, где все перевернуто с ног на голову. В мире все неправильно. Не просто жестоко, а вот именно нерационально. И он пытается это исправить. Да? Ну, как Юрий Деточкин. Вот. Получается тоже не очень.